Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. 4 ноября жители Сосногорска вместе со всей страной отметили День народного единства. Одному из самых молодых праздников России был посвящен большой концерт в городском доме культуры «Горизонт» и другие мероприятия. Именно 4 ноября у россиян, как, пожалуй, ни в один из других праздников, наиболее близка связь народа с историей своей страны. Несколько веков назад народное ополчение с Казанской иконой Божией Матери взяло штурмом Китай-город и изгнало захватчиков из Москвы. Именно поэтому в этот день почитается и православная реликвия. Казанская икона, она была на войске имени Пожарска, как вы знаете. Эта икона чудотворная. В свое время она была явлена в городе Казани после пожара. В трудное время, потому что когда туда православные пришли, оттуда же нашествия часто были. И поэтому нужно было защитить землю русскую по окраинам. И Казань, как вы знаете, Иваном Грозным была завоевана, но там ведь были и представители других религий. Чудо с иконой Божией Матери, оно укрепило веру многих. Народное единство заключалось в том, что люди сами поднялись, было явление Сергия Радонежского, сумели сплотиться, прийти, освободить страну, потом выбрать царя. И закончилась смута, закончился хаос. А народ показал, что русский народ может объединиться. И одним из главных условий, силой, которой этот народ объединяет, в течение тысяч лет была православная вера. В День народного единства горожан и гостей города поздравила заместитель руководителя администрации Сосногорского района Наталья Кирсанова. Этот праздник олицетворяет собой согласие и единство нашего народа. Этот праздник напоминает нам о том, что мы, россияне, единый народ, имеющий общую историческую судьбу, наследовавшим общий культурный код и имеющим общее будущее. Наталья Кирсанова также пожелала мира и процветания всем жителям района. Творческие коллективы подготовили свои поздравления. Тем более, что праздничный концерт собрал аншлаг в Доме культуры «Горизонт». Танцевальные композиции, вокальное и хоровое пение сделали зрителей соучастниками большого праздника, во время которого каждый житель понял, что российский народ един и в радостях, и в бедах. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Одним из мероприятий, посвященных Дню народного единства, стала Ночь искусств, прошедшая в Сосногорском историко-краеведческом музее. Ее участниками стали горожане самых разных возрастов. Объединил их не только праздник, но и любовь к творчеству. Участникам мероприятия были предложены разнообразные мастер-классы. Так, например, гости музея могли научиться создавать сувениры в технике батик. Занятие, получившее название «Символы единства», провела известная сосногорская художница Валентина Поминова. Музей нас пригласил посотрудничать и вместе провести такую акцию, как «Ночь музеев». Мы познакомимся с техникой батика. Конкретно это роспись в технике холодного батика, а будем выполнять композицию на тему национального единства. Это будет композиция с флагом нашим российским, используя символические цвета флага. Мы попробуем выразить эту идею в технике батик. Горожане прошли мастер-класс по аппликации «Такующий глухарь», а также могли сделать фото на память в тематической фотозоне. Стоит отметить, что в музее продолжается прием работ в рамках районного конкурса «Я здесь живу и край мне этот дорог», приуроченного к 40-летию Сосногорского района. Для участия необходимо до 27 ноября предоставить работы на тему «Достопримечательности города Сосногорска и Сосногорского района в миниатюре». В направляемых на конкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с культурными объектами Сосногорского района. Отметили День народного единства и по-спортивному. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе Сосногорска прошли муниципальные соревнования по баскетболу среди молодежных команд. Всего 4 команды участников. По 2 из Ухты и из Сосногорска. Первый игровой день фаворитов не выявил. Матчи проходили на достойном уровне. Каждый спортсмен выкладывался на полную. Даже в случае проигрыша команды отрыв от победителя по очкам составлял не больше 10. Этот фактор показал, что подготовка спортсменов на хорошем уровне.
Заключительные игры, которые окончательно выявят сильнейшую команду, состоятся уже в эти выходные. Кто заберет заветный кубок, будет известно 10 ноября. Также в финальный день состоится конкурс мастерства по трехочковым броскам, куда будут приглашены лучшие снайперы от команд, которые имеют наибольший показатель по статистике забитых мячей в кольцо в течение всего турнира. А теперь коротко о погоде. В ближайшие дни в северных и центральных районах республики похолодает. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах -8, -15 градусов. В отдельные ночи при прояснении возможно понижение до -20 градусов. В целом в северных и центральных районах среднедекадная температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже климатической нормы. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.